Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 19 октября 2020 года. Посмотрим, какой день нас ждет. Это будет понедельник. Посмотрим, чем он для нас обернется. Карта Королева Кубков, как карта дня, она говорит о том, что мы сегодня будем каким-то образом возвращаться к общению с прошлыми, может быть, знакомыми. И это могут быть экс-супруги, это может быть люди из давнего-давнего прошлого, с которыми мы учились, с которыми нас связывали какие-то отношения, с которыми у нас были какие-то очень теплое общение, или наоборот, это люди, с которыми очень трудно общаться было, и мы с ними, возможно, плохо расстались. Это может быть даже люди, которые нам были когда-то должны денег, или мы им должны денег, и так это может быть все и не разрешилось тогда. Это люди, которые могли вот нас как-то провоцировать на что-то, да, они могли портить нам жизнь. И вот сегодня может такой быть день, что вот мы можем с ними встретиться. И самое интересное, что эти люди, они уже так, такие чувства в нас не вызывают. То есть мы как будто бы пересмотрели эти отношения, и вот с обеих сторон есть какие-то улучшения, да, то есть вот мы встретили этого человека, и нам кажется, что никакими врагами мы и не были, да. Вот если же между нами были хорошие отношения, все равно они станут как-то спокойней, что ли, да, и более удобными, что ли, для общения станут эти люди. Также карта говорит о том, что мы сегодня можем решать вопросы с деньгами, с кредитами, как оплата кредитов, так и будем, может быть, думать о том, как бы взять кредит или занять просто денег. Также мы сегодня будем решать вопросы, связанные с кризисом, да, это может быть какие-то сообщения будут на работе, да, вот связанные с кризисом, может быть переход на новый какой-то формат работы, в общем, что-то, какие-то перемены. Также здесь могут быть перемены и в плане зарплаты, оплаты, да, то есть не именно нашей, а вот у всех, допустим, меняется оплата. Может и повыситься, конечно, не обязательно здесь понижение. А также карта говорит о том, что сегодня будет достаточно как бы и плюсов, и минусов в ней, да, может, будут и негативные тоже эмоции, потому что вот облака у нас здесь на небе, но мы с зонтиком, да, вот как бы фигура здесь зонтом стоит, то есть мы защищены, мы знаем, как правильно себя вести и как извлечь из этой ситуации вот максимум хорошего. А также карта предупреждает о том, чтобы мы сегодня не ссорились с людьми, даже если вот хочется очень выяснить отношения, потому что впоследствии они могут вот как-то обостриться, и нам от этого только может быть хуже. Что будет помогать? Пятерка мечей. Пятерка мечей – это как раз когда хочется сказать критическое слово, да, хочется, может быть, крикнуть или еще что-то такое, да, негативные слова, какие-то мысли. Вот, но мы этого делать не будем, потому что знаем, что могут быть последствия не очень хорошие. Или, допустим, здесь может быть просто полезно будет как-то на новый уровень перевести те отношения, которые раньше были плохие, да, когда вот мы были с кем-то на ножах, вот, мы можем на новый уровень эти отношения перевести, очень удобное время для этого. Что будет мешать? Будет мешать туз чаш, когда мы слишком уж, знаете, пустились в воспоминания, да, или надеемся на то, что человек полностью изменится. Нет, человек не изменится, мы должны просто более трезво смотреть на этого человека, да, на ситуацию, и не допускать, возможно, какие-то развитие событий негативное. То есть нельзя вот верить человеку снова полностью, да, нельзя полагаться на его слова и на все прочее. То есть здесь, скорее всего, будет тогда разочарование, самообман, да. А вот быть критичными внутри, но внешне не вызывать каких-то споров, ссор и так далее, вот это хорошо. Но все-таки трезво на все смотреть. Вот, знаете, видимо, здесь ситуация, которую нужно пересмотреть. Возможно, это даже те люди, те ситуации сегодня будут выходить на поверхность, которые когда-то очень большое такое,
знаете, как удар такой был по нашему подсознанию, да, и вот эта вот ситуация, она ушла прям глубоко в подсознание и, может быть, даже до сих пор влияет на вас. И вот сегодня есть возможность ее разрешить. Отношения для тех, кто в поиске партнера. Замечательная карта старшего аркана справедливости. Это как раз и есть карта брачная. Это карта, если, допустим, вы встретите партнера, то у вас даже могут быть очень долгие, серьезные отношения, возможно, брак. Для тех, у кого уже есть пара, девятка мечей. Вот здесь очень хочется припомнить все прошлое, все старое, да, и мешают обиды, мешают какие-то мысли. В общем, хочется поругаться, хочется выяснить отношения. И вы понимаете, что некоторые вещи, да, вот вы уже несколько раз повторяли, и смысла нет их повторять еще раз. И вот это ощущение того, что никак не можем изменить ситуацию, да, что человек не хочет жить по-нашему, вот это может утомлять очень сильно, лишать сил. Какая здесь может быть, ну, какой здесь может быть совет, рекомендация? Скорее всего, нужно будет как-то переключиться, потому что все равно от этих мыслей никуда не деться, от этих чувств. Да? Единственное, переключиться только на какую-то интеллектуальную работу, чтобы занять мысли, переключить на что-то полезное для себя. Может быть, обучение, может быть, просто поехать куда-то, пойти прогуляться. В общем, отвлечься, поменять совершенно мысли свои. Тогда вот эта ситуация разрешится благополучно и не произойдет никаких там ссор, споров и так далее. Для тех, кто в ссоре. Рыцарь Пентаклей. Ну, в принципе, карта очень стабильная, и, скорее всего, у вас есть какая-то зависимость друг от друга в плане, может быть, финансов, может быть, общая недвижимость, общая семья, дети и так далее. И вот это вас может, ну, как бы соединять. То есть все какие-то мелочи, да, они могут отходить на задний план, потому что все-таки есть более важное, что вас связывает. Если же у вас ничего общего нет, то тогда, в принципе, здесь возможно просто примирение вот на основе общих интересов, на основе работы или какой-то помощи другому человеку. Работа для тех, кто в поиске работы. Отличная возможность сегодня вот именно по душе найти дело. А для тех, кто уже работает, четверка чаш. Вот карта говорит о том, что мы устали от каких-то изменений, устали от каких-то кризисов. А может быть, просто трудно после праздничного дня, выходного дня начать работу. И вот будет такое состояние, что вы и не отдыхаете, и не работаете, да, то есть вот как-то сложно. Также карта говорит о том, что сегодня возникнет ситуация, когда вам нужно будет опереться на себя, опереться на свое как бы внутреннее чувство, на внутреннее достоинство, да, или на свою интуицию, потому что могут быть какие-то очень интересные сегодня предложения, которые вот на будущее могут поменять, и вот не нужно быть в таком состоянии прострации, да, вот нужно как-то постараться, если вот какая-то новая информация приходит, новое предложение, нужно постараться оценить это верно для того, чтобы использовать для своего будущего. Для тех, кто своим делом занимается. Здесь выпадает шестерка жезлов, но это карта, знаете, такого очень хорошего, дружного коллектива, когда вы просто верно идете к своим целям, вам все помогают. В общем, все, что вы запланировали, здесь сбывается. Здесь могут быть и как бы большое количество клиентов, здесь может быть и завершение какого-то важного проекта, когда в этом участвует большое количество людей. В общем, в любом случае здесь все успешно, любые планы реализуются. Может быть, что-то новое вы начинали, и вот как раз здесь вот может быть либо улучшение ситуации, либо решение даже уже, завершение. Финансы для тех, кто на зарплате. Это вот карта как раз зарплаты. Может быть, либо будет информация какая-то о зарплате, да, но уже там начислено что-то, а получить вы можете в последующие дни. Но это как раз вот карта денежная. И это карта для тех, кто своим делом зарабатывает. Но опять же, здесь вот все в ваших руках. Хорошие очень заработки, сделки. Могут быть новые какие-то партнеры, новые источники дохода. И причем довольно-таки крупные, на будущее могут повлиять. Может быть привлечение партнеров издалека, там, из-за границы, по миру, через интернет. Все это дает денежки. Здоровье.
Восьмерка чаш. Карта говорит о том, что нужно что-то срочно менять в распорядке дня, в питании, потому что вот так, как вы как бы раньше жили, да, как вы привыкли жить, это вот очень сильно портит ваше здоровье, и может быть такое, что вот сегодня будет какой-то сигнал, какой-то такой маячок от вашего организма, который вам как бы предупредит вас, да, то есть вот нужно задуматься о том, что мы едим, сколько мы спим, как мы вообще свое тело, свой организм ну, контролируем, да, или, может быть, совсем не контролируем, может быть, даем ему то, что ему вредно. И чаши эмоций, конечно, тоже эмоции могут сказываться на здоровье, особенно если какие-то неожиданности происходят. Итог дня. Семерка мечей. Карта говорит о том, что вот как бы напоминание о том, чтобы в течение дня мы наблюдали за тем, что нам показывает Вселенная. Знаки, какие дают люди, даже элементарно по пути какие-то знаки, да, какие-то картинки, вывески. В общем, та информация, которая будет с чем-то у нас ассоциироваться, особенно если вот настойчиво знак на себя обращает внимание. То есть это очень важно. И в конце дня желательно это все обдумать, переоценить. Ну и также карта говорит о том, что вы поймете в конце дня, что какие-то свои цели, каких-то своих желаний вы не можете достичь напрямую, да, что нужно либо ждать, либо какие-то новые методы, способы искать, новых людей или еще что-то такое для того, чтобы ваши желания удовлетворить. То есть не нужно идти напролом, нужно все-таки дать жизни возможность самой вам подсказывать, как лучше. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.